Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 45 копеек. Евро остановился на отметке 82 рубля 77 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк за 74,63. Продает по лучшей цене Совкомбанк за 74 рубля 55 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка за 83 рубля 93 копейки. Продает по лучшей цене Совкомбанк за 83,65. Рекорд по добыче вскрышных пород поставили на участке горно-обогатительного комбината Инаглинский в Якутии. Объем отгрузки составил 969 210 кубических метров, что позволило добыть 116 659 тонн коксующегося угля. Соответствующих показателей удалось достичь благодаря улучшению качества взрывных работ, организации беспрерывного цикла работы и сокращения плеча остатки. Угледобывающая компания «Колмар» является номинантом общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Она претендует на получение премии в номинации «Стратегическое развитие», лауреатами которой становятся компании, осуществляющие значительный вклад в развитие Дальневосточного федерального округа. Ранее компания уже получила награду в этой номинации как лучший инвестор в макрорегион. Трудовой договор теперь можно заключать дистанционно в России. Президент Владимир Путин накануне подписал об этом закон. Как отмечали ранее авторы инициативы, это упростит поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбирать варианты в других регионах и удаленно проходить собеседование. Также работники смогут подписывать бумаги электронной подписью, оперативно получать услуги, для получения которых требуются справки с работы. Предполагается, что нужные сведения доступны в цифровом виде. В то же время отмечается, что это применимо только к документам, оформление которых в письменном виде или ознакомление под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный документооборот, а тот вправе отказаться. Растениеводы Якутии смогут получить субсидии на лизинг техники. Вопросы взаимодействия с компанией «Росагролизинг» по модернизации сельхозпредприятий республики рассмотрены правительством. Это касается не только отрасли животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые субсидирование на технику смогут получить зерноводческие и картофелеводческие хозяйства и хозяйства, занимающиеся семеноводческими, садоводческими направлениями. Минсельхоз республики совместно с муниципалитетами ведет работу по пролонгации действующих лизинговых соглашений. Совместно с муниципалитетами проводится анализ действующего состояния техники, оборудования в районах и составление заявок потребностей потенциальных лизингополучателей. Несколько якутских стартаперов подготовят к выходу на рынки США. Это стало возможным благодаря тому, что якутский акселератор B8 совместно с венчурной компанией запустили совместный проект. В рамках проекта будет проведена оценка и подготовка 4 стартапов из Якутии и 1 с Дальнего Востока. Участники проекта смогут претендовать на возможность получить инвестиции и поддержку с выводом своего продукта на американский рынок. Отбор прошли платформы и сервисы по разработке образовательных траекторий для подготовки к работе, напоминанию о приеме лекарств и консультации с врачом, проведению виртуальных экспозиций. Также в список вошли онлайн-приложения для домашних тренировок с использованием якутского тренажера «Тутум Эргир» и приложения для тренировок с сервиса, который превращает изображения в мультимедиа-каналы с помощью QR-кодов. В этом году десятилетний юбилей отмечает самый инновационный и передовой проект региональных властей – технопарк «Якутия». Сегодня он имеет статус регионального оператора фонда «Сколково» и входит в десятку лучших технопарков России. Технопарк сегодня является основным инструментом и площадкой для внедрения технологических идей в жизнь. Более подробно, с какими показателями встречает свой юбилей технопарк и о самых важных моментах становления этого крупного бизнес-проекта, расскажет нам мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас на прямой связи со студией. Дмитрий, здравствуй, тебе слово.
Коллеги, здравствуйте. Ну, сейчас мы находимся в здании IT-парка, который расположен по проспекту Ленина. Здание открылось буквально несколько лет тому назад и является одним из самых головных офисов всего IT-сферы нашего региона. В этом году, как уже было сказано, IT-парк и вообще технопарк Якутия отмечает свое десятилетие. С какими показателями встречает эту юбилейную дату, нам сегодня расскажет его генеральный директор Петр Петрович. Петр Петрович, еще раз здравствуйте, но расскажите, какие достижения за эти 10 лет получила у нас технопарк Якутия? Добрый день. У нас, значит, сейчас более 170 резидентов в технопарке. Выручка достигла 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Это прогноз за этот год, мы прогнозируем, что будет такая выручка. Через нас прошло более 700 заявок на резидентство. Количество резидентов составляло 250 примерно. Ну, есть у нас выпускники, которые уже выпустились. Вот. Ну, пойдемте, я покажу вам IT-парк, который открылся у нас 3 года назад. Сейчас у нас здесь 108 компаний находится в IT-парке. Работают по различным отраслям, направлениям деятельности. То есть и студии разработки, есть IT-школы, есть компании, которые занимаются аутсорсингом, есть компании, у которых свой продукт уже, которые выходят даже на международный рынок, глобальный рынок. Сейчас одну компанию такую я вам покажу. В этом году у нас, значит, очень выстрелила компания Сайберия из-за того, что в мире пандемия, как мы знаем, да? Ребята сделали программа, которая помогает анализировать снимки КТ для врачей и ставить диагноз очень быстро, за 30 секунд врач уже понимает, какой степень поражения легких у человека, и это ускоряет его работу, упрощает его работу, делает его более такой легкой, скажем так, легкой. И не позволяет ошибаться, главное, самое главное. Ну, я помню то, что вот года буквально 2-3 тому назад здесь представили тот инновационный проект, который называется Ведроид. Вот расскажите, этот проект сегодня где находится и кто вообще им пользуется? В данное время сейчас он находится он поступил на Сколково, на Сколково, и получив там грант, сейчас он разрабатывает уже версию номер 4 своего робота Ведроида. Скоро мы увидим совсем новый продукт, который уже, скажем так, выйдет на международный рынок, будет масштабироваться, там будут полностью уже готовы все чертежи, и он сможет, этот робот, производить на любом заводе мира, скажем так. Хорошо. Ну вот, собственно говоря, мы сейчас находимся, то есть проходим в офис, где находится компания Сайберия, да, получается, если, ну, если правильно, да. Уже компания Сайберия выходит сейчас на международный рынок, активно у нас уже есть интерес из Хорватии, Таиланда, Тайваня, и планируются пилоты по России сейчас, в других регионах России. Проект востребован, и мы считаем, что у него очень большое будущее, он может вырасти у нас в глобальную мировую компанию. А на сегодня вот в здании IT-парка по проспекту Ленина сколько резидентов работают и какие вообще привилегии вы как бы даете тем, кто находится и занимает, развивает свой бизнес именно внутри этого здания? Прямо в здании находится где-то компания 50 примерно сейчас, резидентов IT-парка. Кроме льготной аренды мы также предоставляем сервисы IT-парка, такие как звуковая студия, студия захвата движения, студия VR. То есть компании пользуются этими студиями на льготной основе. Это позволяет им быстрее вводить свой продукт на рынок. Также мы помогаем упаковывать продукт, помогаем продвижению этого продукта, привлекаем инвестиции в проекты. Сегодня вот на территории нашего региона сколько IT-парков открывается и вообще какие планы на будущее? IT-центры. Ну, IT-центров, да. Да, мы открываем в районах. В данное время уже 10 центров открыто. До конца года планируется открыть еще 5. Это в каких районах? Это Верхоянский, это у нас Оленёкский, Татинский, Кобейский, так, и Алекминский, по-моему, еще. Так, а вообще вот IT-сфера у нас актуальна как среди молодежи или же все-таки среди подросткового возраста, среди школьников есть или нет? Среди школьников сейчас это более наоборот, модно, актуально, потому что мы знаем, что в этих школах у нас сейчас обучается около 5000 детей в данный момент. Это школьники. И, конечно же, мы сейчас фокус смещаем в сторону поколения, старшего поколения. Мы хотим, чтобы взрослые люди, которые, допустим, себя не нашли в жизни, могли быстро переучиться на программиста и пойти работать в нашей IT-компании. Уже голод это чувствуется, есть. Наши IT-компании говорят, что у нас мало людей, кто хочет заниматься IT. Не хватает программистов, поэтому мы вот сейчас хотим, чтобы у нас в IT-центрах
обучались люди на местах старшего поколения уже возраста, ну, там 30+, там 25+. Те, кто получил профессию не по программисту, не по специальности, но хотят работать в этой отрасли. То есть это будет переобучение и так далее, да? Да. Быстрое обучение, там буквально курс там, по 3 месяца там, вот, проходите и будут становиться уже программистами. Хорошо. Ну, вот так у нас, получается, в этом году отмечает свое десятилетие IT-парка, то есть технопарк Якутия. Это событие произойдет буквально уже в следующем месяце. Более подробно мы будем рассказывать уже в последующих выпусках новостей. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем. Экспорт IT-услуг в республике составил более 35 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве инноваций республики. Так, Якутия вошла в 10 самых прибыльных регионов по стране в сфере IT-технологий. О том, как становятся разработчиками, расскажет Саргалана Неустроева. Свой путь в сфере IT-технологий Сергей начал еще 17 лет назад. Тогда, по словам мужчины, он работал оконщиком, на зарплату приобрел обучающий диск и книгу. А зимой из-за особенностей работы появилось время усвоить азы 3D-графики. Я начал учиться компьютерной графике, и после весной я нашел работу, и так я прокачался. Профессиональное образование Сергей так и не получил, но это, как признается разработчик, не особо важно. Все решает опыт и отдача, а еще поддержка. В прошлом году Сергей стал участником акселератора B8, а по итогу добился инвестиций и, что самое главное, основал собственную компанию. У нас в компании пока что 3 человека, 2 3D-художника и 1 программист. Вот. И мы сейчас на данный момент разрабатываем мобильную приключенческую игру. Новая игра, как уверяет Сергей, увлечет каждого. В подробности особо не вдается, но будущих пользователей точно ожидает незамысловатый геймплей, современная графика и интересный сюжет. А между тем, акселератор B8 не единственный проект, который становится для будущих разработчиков отправной точкой. Ежегодно Министерство инноваций республики реализует различные хакатоны, курсы и другие мероприятия в поддержку IT-индустрии региона. В республике уже создана цепочка развития для IT-специалистов и для IT-компаний. К примеру, со школьной скамьи у нас производится ежегодный хакатон, называется «Моя профессия IT». Оно проходит по всей республике. В прошлом году участниками были более 1500 участников. И в сравнении с другими годами желающих поступить на IT-специальности растет. На сегодняшний день республика является лидером информационных технологий на Дальнем Востоке. Все больше и больше местных компаний-разработчиков предлагают свои услуги и продукты не только за пределами региона, но и на мировом рынке. А с доступностью высоких технологий даже в самых отдаленных уголках страны подобное развитие становится закономерным. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. На 10 миллионов увеличат сумму расходов на территориальное планирование в следующем году. Государственное собрание ЛТУМЭ учло поправки правительства Якутии. Также республиканский Кабмин предложил увеличить суммы для софинансирования муниципалитетов почти на 1 миллиард. В рамках этих средств муниципальные образования должны предусмотреть деньги на то же территориальное планирование. Оно необходимо для актуализации схем тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения, особенно в зонах, подверженных подтоплению. Кроме того, с 2022 года стартует программа социальной газификации, по которой правительство обязуется подводить голубое топливо до двора. Также с территориальным планированием связано выделение участков многодетным семьям. Мероприятия на возведение инфраструктуры в этих земельных участках. Поэтому сегодня затрагивает территориальное планирование то постановление, которое установило зону затопления в районе 1%. Поэтому в зону затопления сейчас у нас попали задело 123 поселений в республике, да, 66 поселений там. Почти 50%
их зоны затапливаются. Поэтому это очень необходимое мероприятие. Правительство предлагает муниципалитетам, главам муниципальных образований предусмотреть в своих бюджетах мероприятия, средства на мероприятия территориального планирования, актуализации генеральных планов. Россияне, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, могут сделать это по электронному заявлению в пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуги. На выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Центр имени Гамалеи Минздрава России готов подать документы на исследование вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Как только институт получит одобрение на исследования, проведенные для группы детей в возрасте от 12 до 17 лет, будет подан следующий готовый пакет документов, сообщил глава центра Александр Кинцбург. Также он сообщил, что подростки очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на «Спутник Ви» в его классическом варианте. Объясняется это тем, что иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены. Среди побочных эффектов зафиксирован небольшой рост температуры на следующий день после вакцинации. Перейдем к эпидобстановке в регионе. За сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 266 человек. В Якутске 118 случаев, в Нерюнгринском районе 20, в Алданском 16, в Мирнинском 15, в Мегино-Кангаласском 11, в Хангаласском 10, в Ленском и Намском районах по 9 инфицированных. В остальных районах республики от 1 до 8 случаев заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 1161 исследование. Доски объявлений взлетели в топе мошеннических схем. Так, с использованием торговых онлайн-площадок вроде Авито, Юлы неожиданно заняло второе место среди обманных схем, которые используют злоумышленники для похищения средств с карт граждан. Такие данные содержатся в рэнкинге Народного фронта на основании жалоб россиян, которые они оставили на ресурсе организации «Мышеловка» за полгода его существования. Пальма первенства осталась за прикрытием звонок от сотрудника банка. На эту схему приходится более трети случаев. Запад Колумбии оказался в зоне риска из-за выхода рек из берегов. Непрекращающиеся много дней дожди привели к сильным наводнениям в городе Медио-Баудо. Многие жители там потеряли все свое имущество. Власти решают, как помочь пострадавшему региону. Жители разрушенного наводнением города на западе Колумбии спасли все, что могли из своих домов после того, как близлежащая река вышла из берегов, угрожая целым семьям и отрезая их от остального мира. По данным местных СМИ, в общей сложности 3600 домов пострадали от сильных наводнений в городе Медио-Баудо. Урожай и домашнее имущество были уничтожены. Дожди не давали передышки много дней подряд. Некоторые жители города переехали в районы на возвышенности. Мы в гостинице, потому что все промокло, мы потеряли почти все, поэтому здесь. Власти решают, как немедленно помочь пострадавшим людям. Сальвадор сообщил о планах выпустить биткоин-облигации и начать строительство первого в мире криптовалютного города у подножья вулкана на востоке страны, рассказывает Артем Сторонов. Президент Сальвадора Наиб Букеле заявил о планах построить первый в мире биткоин-сити, город, в котором не будут действовать налоги на прибыль, имущество и прирост капитала. Его жителям нужно будет платить только НДС. Он будет располагаться прямо здесь, в заливе Фонсека, и в нем будет все, что нужно. Жилые и коммерческие районы, различные услуги, музеи, развлечения, бары, рестораны, аэро- и морской порт, железные дороги. И все благодаря биткоину. Город круглой формы будет построен у подножья вулкана Кончагуа в регионе Ла-Уньон на востоке страны.
а порождаемая вулканом геотермальная энергия будет использоваться для майнинга криптовалюты. Это будет на 100% экологически чистый город, вся энергия в котором будет производиться вулканом. Это отличное место для биткоин-сити. Так давайте же создадим этот город. На начальном этапе проект будет финансироваться биткоин-облигациями, выпуск которых Сальвадор планирует начать в 2022 году, а затем НДС в размере 10%. По оценкам Букеле, на это потребуется около 300 тысяч биткоинов. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, узаконившей биткоин в качестве официального платежного средства. Однако многие граждане отнеслись к этому решению скептически. В последние недели по стране прокатилась волна антиправительственных протестов. Елисейские поля в Париже украсили красными предновогодними огоньками. В прошлом году власти на церемонию зажжения никого не пустили из-за ограничительных мер против распространения коронавируса, рассказывает Анастасия Дмитриева. Елисейские поля в Париже в воскресенье были освещены красными огнями в преддверии рождественского сезона. Церемония зажжения проходила в присутствии мэра Анны Идальго и французской певицы Клары Лучани. Сотни людей собрались по этому случаю в центре города, что отличало торжество от прошлого года, когда во Франции был введен карантин в связи с распространением COVID-19, и только несколько официальных лиц пришли на церемонию, транслируемую в прямом эфире в интернете. Елисейские поля, которые французы считают самым красивым проспектом мира, простираются почти на 2 километра от площади Согласия до одного из символов французской столицы – Триумфальной арки. Улица усеяна магазинами и ресторанами. Группа BTS завоевала главный приз на American Music Awards. Южнокорейцы стали первым азиатским коллективом, победившим в данной номинации. Подробности далее. 49-я ежегодная церемония вручения премии American Music Awards состоялась в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Ее триумфатором стала кей-поп-группа BTS всего через 4 года после своего первого выступления на шоу. Ранее никто из азиатских исполнителей не удостаивался такой чести. Группа из 7 участников из Южной Кореи обошла ветерана премии Тейлор Свифт, рэпера Дрейка, поп-певицу Ариану Гранде и Уикенда, забрав главную награду вечера – артист года. Обожаемая армия горячих поклонников, они также были названы любимой поп-группой и выиграли статуэтку в номинации «Лучшая поп-песня» за свой летний хит «Water». Свифт, которая не присутствовала на церемонии лично, забрала призы как любимая исполнительница и за лучший поп-альбом. 18-летняя Оливия Родриго, которая ворвалась в чарты лишь в январе, была выдвинута на воскресном шоу в основных 7 номинациях, но в итоге получила только одну, как дебют года. Доджа Кэт взяла 3 награды, столько же досталось рэперу Меган Ти Сталлион, в том числе как любимой хип-хоп-исполнительницы. American Music Awards – ежегодная американская музыкальная премия, основанная в 1973 году. Номинанты этого года были определены на основе рейтингов музыкальных чартов Billboard, популярности на стриминговых платформах, продаж альбомов, воспроизведения на радио и активности в социальных сетях. Но вот победителей выбирали исключительно фанаты. Теперь возродить достоверную память о своем семейном роде может каждый. Национальный архив республики возродил архивные документы поселенных книг. По ним каждый желающий может узнать поименный состав своей семьи и других данных, к примеру, от количества домашнего скота и своих предков. Данные сегодня доступны только в стенах Национальной библиотеки. С нами на прямой связи из библиотеки наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, приветствую. Расскажи, как пользоваться этим архивом и до какого поколения можно восстановить свою родословную по этим документам? Мы сейчас находимся в Национальной библиотеке. Скажу, что поселенные книги, посемейные списки стали очень популярны как раз-таки во время пандемии, когда у якутян появилась возможность смотреть архивные данные, работать с архивом. Именно тогда Национальная библиотека и Национальный архив заключили соглашение и начали оцифровывать архивные данные якутян. Это поселенные книги, еще раз напомню, посемейные списки, это данные, прошедшие тогда еще в 1926 году
Как это называется? Еще раз скажите мне, напомните. Вот, рядом со мной сейчас как раз-таки находится работник библиотеки. Она скажет именно тогда, какие мероприятия проходили и почему вот эти списки у нас появились. Ага, добрый день. Это посемейные списки или же поселенные книги 1926 по 1928 год. Представлены у нас в электронной библиотеке, вот как раз в рамках этого соглашения, да, которое вы упомянули. Значит, это административно-территориальное деление, вообще административное устройство районов Якутии, количество человек, оно учитывалось именно по поселенным книгам. То есть в эти поселенные книги включались то есть глава семьи, его жена, дети, количество скота и так далее. То есть это надо было для налогов, во-первых, да, для налоговых мероприятий, ну и во-вторых, как раз, чтобы вести учет, сколько человек, так как бы внутренняя перепись населения как раз-таки 26-28 года, как раз республика была молодая, немножко поменялось там административно-территориальное устройство, и вот 599 документов у нас в электронной библиотеке. И давайте я вам расскажу, как найти, да. Значит, вы должны зайти на наш официальный сайт, называется nlrs.ru. Это официальный сайт нашей библиотеки, и там же интегрирована наша электронная библиотека. В фонде электронной библиотеки у нас больше 60 тысяч документов, включая вот эти вот рукописные поселенные книги. То есть это не книжный документ, не печатный, то есть там рукописью написано, полностью сделано из рукописей, да, поэтому они очень ценные и называются, архивный документ. Значит, мы заходим на наш сайт и видим тематические подборки. Находим тематическую подборку, которая называется «Семьи Якутии. Память рода», и нажимаем. Значит, открывается наша тематическая подборка, и тут все очень конкретно написано, да, что в Якутии существовало в 26 году административное деление совсем другое, чем сейчас. То есть названия улусов и наслегов были совершенно разные, да? Некоторые названия сейчас сохранили, да, исторические названия, а некоторые улусы, сельские населенные пункты называли совершенно по-другому. То есть какой-то населенный пункт еще мог оказаться в другом районе. Допустим, мы смотрим. Были округа Вилюйские, и туда сейчас бывший Вилюйский округ включил в себя Верхневилюйский улус, да, сейчас нынешний Сунтарский и Вилюйский. И если кто-то родом из Сунтарского улуса, он должен посмотреть именно Вилюйский округ и поселенные книги. Якутский округ очень большой, обширный. Туда в Якутский округ входил Чурапчинский улус, он назывался Батурусским. Восточно-Кангаласский, сейчас он называется Мегино-Кангаласский, отдельный Мегинский улус. И поэтому, прежде чем обратиться к этим документам, надо иметь базовые знания. Вообще об административно-территориальном делении, которое было 100 лет назад. Про все это у нас можно найти в электронной библиотеке из книг истории Якутии. Значит, вот нашли и смотрим. Кто интересуется каким округом, нажимает. Здесь у нас вошли Люкминский округ, Якутский округ и Вилюйский округ. Мне интересно, допустим, посмотреть про своих предков, которые жили в Батурусском улусе Черчинского района. И я нахожу, то есть я уже знаю, да, что в Черчинский улус был включен состав Батурусского улуса. И в состав Батурусского улуса также были включены другие районы. Это Амгинский, часть Амгинского улуса и Татинского. Значит, те, кто ищет Татинский улус, должен обязательно обратиться к спискам из Батурусского улуса. То есть, еще раз напомню, что работа с архивом – это не такая волшебная палочка, когда заходишь на сайт, и у тебя уже готовый список всех твоих родственников, которые жили в начале 20 века. Это очень большая, серьезная работа. Нужно вначале работать с историей, чтобы понять, где, когда жили ваши родственники, в каких наслегах, потому что, вот как сказали специалисты, раньше все наслега в области Якутской назывались не все, но многие населенные пункты назывались совершенно по-другому. Поэтому нужно вначале поработать с историей, потом зайти в эти уже оцифрованные данные и там уже искать по каждой странице. Да? То есть там нет такого, что ты ввел фамилию и вышли фамилии и имена твоих родственников. Тут нужно искать, пересматривать каждую страницу и очень долго работать с архивом, чтобы восстановить ваши данные ваших родословных. Но на самом деле это очень такая классная работа, да, классная такая тема, потому что
остановить свой род. Это не каждый же знает, да? Когда жили твои родственники. При этом здесь не только данные ваших родственников, не только их дети, но и количество скота, к примеру, да, сколько у них было скота в населенном пункте, да, у них во дворе, сколько чего они держали. Ну, помимо коров, это могут быть и другие, наверное, да. Все там, все учитывали, все смотрели. Поэтому заходите на сайт. Если что-то непонятное, в библиотеке работает колл-центр. Можно позвонить туда. Можете напомнить номер? Да, 455-855. С 10 до 6 можете позвонить в будние дни. То есть позвонить туда и узнать, если что-то вам непонятно. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Ульяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Традиция проводить Дни регионов Дальнего Востока в Москве основана в 2017 году. В деловой программе нынешнего года основной акцент сделан на мотивации молодежи к переезду в дальневосточный макрорегион. Лекцию о Дальнем Востоке посетила наш корреспондент Туяра Константинова. Из Москвы на Дальний Восток теперь можно попасть буквально за 1 секунду. Передвижная интерактивная выставка, презентующая дальневосточный регион, будет работать в московских вузах до середины декабря. Регионы Дальнего Востока через новые технологии расскажут молодым специалистам о реальных вакансиях, социальных программах и своем туристическом потенциале. Мне очень понравилась интерактивная зона, где можно выбрать места путешествий, места работы, места учебы и, в принципе, узнать о насыщенности жизни на Дальнем Востоке, узнать о каждом регионе, о его характерных особенностях. Я еще ни разу не была на Дальнем Востоке, но мне очень хотелось бы теперь там побывать. Якутия представлена и на фотозоне с 3D-объектами наиболее узнаваемых брендов дальневосточных регионов. Республику символизирует якутский мамонт. По профессии я буду маркшейдером, горным инженером. Если меня пригласят в Якутию, я туда обязательно поеду. Узнал про мамонтенка, которого нашли в 2010 году ученые. Я думаю, что для студентов это очень важная выставка, и нам очень понравилось. Чтобы привлечь внимание к выставке, исследователи этнокультурного ландшафта Сахалина стали первооткрывателями нового формата – графического романа, стилизованного под азиатский стиль руманга. Я здесь представляю графический роман в азиатском стиле с элементами дополненной реальности. Через этот проект мы рассказываем об истории освоения Дальнего Востока и о том, как Геннадий Иванович Невельской совершил одно из последних географических открытий, доказав, что Сахалин – это остров, а Амур судоходен. По задумке организаторов, экспозицию, посвященную Дням Дальнего Востока в Москве, смогут увидеть студенты Российского университета транспорта, физико-технического и авиационного институтов, а также сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. Мусорные свалки, незаконный захват территории, жилищно-бытовые проблемы и другие вопросы курирует Общественный совет Ленского района. Они помогают найти решения в таких ситуациях, где жители уже не знают, к кому обратиться. В этом оказывают поддержку и районные власти. На очередном заседании Совета был рассмотрен ряд вопросов, касающихся благоустройства города, расселения граждан из аварийного жилья, незаконного захвата земель и очередного мусорного коллапса в Ленске. По последней проблеме общественники обращались во все республиканские инстанции и министерства, имеющие отношение к этой проблеме. Все эти документы спускались вниз на уровень Роспотребнадзора района, прокуратуры района и так далее. Значит, я неоднократно обращался и говорю, мы бы к вам не обращались, если в силах были бы здесь навести порядок. Немножко вопрос сдвинулся. Министерство жилищного хозяйства согласилось, что необходимо менять региональных операторов. Мы хотим, чтобы вот этот переходный период был плавный. И мы сейчас готовим письмо в Министерство жилищного хозяйства республики, чтобы дали нам какие-то разъяснения, план, путь, как это будет происходить.
В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет декада Аланхо. В республиканскую программу в этом году вошли 66 мероприятий. В отличие от прошлого года, ключевые события декады пройдут как в офлайн, так и в онлайн-формате. Практически ежедневно по всей республике будут проходить торжественные мероприятия, концертные программы, презентации книг, выставки и научные конференции. А театр Аланхо готовит для жителей и гостей столицы 2 спектакля. День Аланхо отметят 25 ноября в 5 часов вечера в Доме дружбы народов имени Кулаковского. В этом году впервые, например, проводится Олимпиада по Аланхо. Мы очень благодарны Министерству образования за эту инициативу. Она у нас в таком широком масштабе проводится впервые, где будет участвовать большое количество школ, для того, чтобы проверить наличие знаний у наших школьников. О датах и событиях дня в нашей ежедневной рубрике далее. На календаре 23 ноября. Сегодня отмечают Международный день акварели, День эспрессо, День вставания с той ноги. По народному календарю сегодня почитают память святых апостолов Родиона, Ераста и 4 братьев по вере. В этот день отдавали ненужную одежду нищим. Скотоводы светили в церкви хлеб и соль, которые затем отдавали домашним животным. Считалось, что это наделяло скот здоровьем. Существовали приметы, связанные с рождением детей. Если в этот день светило солнце, то родившиеся были наделены умом, удачей и силой. Также люди следили за переменами погоды. Сильный ветер предвещал метель. События в этот день. Екатерина II учредила в России медицинскую коллегию. В 1852 году в Англии начали использовать первые почтовые ящики. Дмитрий Менделеев был забаллотирован группой реакционных ученых на выборах в действительные члены Императорской академии наук. В этот день, в 1923 году, была запатентована первая электробритва. В Москве открылся первый учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР. В 1990 году постановлением ВС РСФСР одобрена музыка государственного гимна России, в основу которой была положена мелодия патриотической песни Михаила Глинки. В этот день родились Альфонс X Кастильский, испанский король-астроном; Анатолий Луначарский, русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения; Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии; Родион Малиновский, советский военачальник и государственный деятель, маршал и герой Советского Союза; Николай Носов, советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист; Владислав Волков, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В нашей республике сегодня свое 90-летие отмечает Матрена Денисовна Гермогенова, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник образования. Именины сегодня отмечают Ян, Эраст, Серафим, Родион, Петр, Николай, Нестор, Михаил, Константин, Иван, Егор, Денис, Георгий, Борис, Аполлон, Алексей, Александр, Ольга, Анна. Якутские спортсменки Аина Моисеева и Саина Петрова взяли золото и серебро первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Так, воспитанница тренера Дамдин-Доржа Гамбадоржа Аина Моисеева стала чемпионкой весовой категории до 48 килограммов. Якутская спортсменка выиграла 5 схваток и стала двукратной обладательницей золотой медали первенства страны. Вторую медаль в копилку сборной Якутии принесла студентка училища Олимпийского резерва имени Дмитриева Саина Петрова. Она отличилась в весовой категории до 44 килограммов, где за медали боролись 25 участниц. Выиграв 4 из 5 встреч, девушка завоевала серебряную медаль, выполнила норматив на звание мастера спорта России и вошла в основной состав юниорской сборной команды страны на следующий год. Республиканский шашечный фестиваль по русским и 100-клеточным шашкам пройдет в дистанционном формате 24 и 25 ноября. Игроки будут соревноваться на платформе playok.com.
24 ноября в 19:00 по якутскому времени стартует турнир по русским шашкам, а 25 ноября в то же время турнир по 100-клеточным шашкам. Они пройдут по швейцарской системе в 11 туров. После игр жюри с использованием компьютерных программ проведет проверку на жульничество. Участие в соревнованиях может принять любой житель Якутии. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте playok.com, пройти процедуру авторизации и заполнить свой профиль. Чемпионов и призеров наградят медалями и грамотами. Удивительно богатый мир Аланхо – так называется выставка, которая открылась в Краеведческом центре Национальной библиотеки. Она приурочена к 75-летнему юбилею профессора-исследователя Аланхо Василия Илларионова. Его полувековая работа имеет огромное значение в изучении и распространении якутского фольклора. Еще будучи студентом, Василий Илларионов из уст аланхасутов записал эпическое произведение на магнитофон, потом все это расшифровал. Далее издал более 1500 статей и 200 книг. Огромную лепту именно в сфере развития фольклористики тюркоязычных народов, и в том числе народа Саха, неоценимый вклад внес Василий Васильевич Илларионов. Как исследователь, как ученый, как практик, как теоретик. И мы сегодня приехали из разных уголков России, я вот с Киргизии, и хотим сказать спасибо за тот труд, который он внес в мировую фольклористику тюркоязычных народов. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня облачно, температура воздуха минус 27 градусов. Ближе к ночи ожидается минус 28. Порывы ветра достигнут 3 метров в секунду. В Нерюнгри целый день тоже облачно, минус 23. Ночью температура воздуха составит минус 24 градуса. Ветер до 8 метров в секунду. В Ленске сегодня минус 27. К ночи температура воздуха составит минус 28 градусов. Ветер до 4 метров в секунду. В алмазной столице минус 32, ночью также минус 32, ветер от 2 до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 32 градуса, а ближайшей ночью потеплеет до минус 29. Ветер от 1 до 2 метров в секунду. Давление составляет 764 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.